Всем здравствуйте. Всем салам алейкум. Или всем добрым обедом. У нас обед Польша, Варшава. Я из Таджикистана по национальности Калах. Гражданин Таджикистана. Моя родина, моя вторая мама, скажем, это Таджикистан. Живу в Варшаве. Политический статус в Варшаве. Что бы я хотел сказать всем вам, дорогие слушатели или дорогие зрители. Почему я на русском разговариваю, вот последние несколько видео? Потому что, чтобы я бы хотел, поняли все русско-понимающие народы. Казахстан, Киргизстан, Узбекистан и Таджикистан. Вот, и все они, чтобы поняли, о чем идет речь. Сегодня 21 день войны в Украине. Много потерь, много утерь. Но, скажем, прилавку, как это правильно будет? Извиняюсь заранее, что я не русский учитель, скажем, или я не русский, но стараюсь, чтобы говорить на русском. Дорогие друзья, все магазины начинают пустовать везде, скажем, вот именно в территории Азии. И на остальные места и начинает подорожать цена. В Таджикистане тоже, в том числе. Очень большой удар эта войну получил или попал это удар в Таджикистан. Почему? Потому что в Таджикистан полнейшее, скажем, финансово зависит от иммигрантов, которые работают в России, потому что у нас больше 50% государственная, скажем, вот казна наполняется от иммигрантов. Сейчас ситуация, скажем, в Таджикистане тоже не очень хорошо, потому что все подорожали. Мука был 250-260 самонов, сейчас стал уже 320-330, где 20, где 30, ну такой цена, ну скажем, очень росло. Сахар тоже был где-то 10 самони, а сейчас 18-17 самони. Ну, скажем, почти один к одному начинается расти цена. Всегда я говорю, что кто-то думает, вот я буду бить, да? Это только спортсмены понимают. Вот бить не всегда ты победишь соперника. Вот иногда ты кого-то сильно пинаешь, вот думаешь, вот сейчас ему будет больно, а ты не думаешь, что может обратно, чем ему и тебе будет больно. Вот, и кого-то ты ударишь, думаешь, я сейчас его челюсть сломаю, а ты не думаешь, вот на этом удар ты может вот просто сломать свой какой-то палец, да? А этого ты никогда не думаешь. А бить не всегда ты сломаешь или побеждаешь. Вот, бить и можно и во время удара ты вредить себе, сломать себе и скажем, вот проиграешь. Вот поэтому это только спортсмены понимают, что когда ты бьешь, ты можешь обратно себе вредить, а не своего соперника. Точно такой же Россия думала, что я буду сейчас бить Украину, да, и все, Украина падает. А он не думал, когда я бью, может
неправильно бью, а руку свою сломаю или плечо свое там будет, как это русский, не знаю, короче. Ну, понимаешь, вот не всегда бить получается, скажем, победа. Люди так думают. Потом, вот, например, скажем, просто пример. Сила или не сила. Во время 45-41 году, скажем, сила или вооруженка, или за все это немцы были даже, скажем, 10 раз лучше, гитлеровцы были 10 раз мощнейшие, чем СССР был. И читайте историю и смотрите всю эту историю. На вооруженка они были очень сильными. Очень сильные у них было оружие, и у них очень быстро производили оружие. Много оружия у них были, скажем, но при этом проиграли. Как говорит Путин, немцы, кто выиграл? Красная армия. Уважаемый Владимир Владимирович Путин. Кто был Красной армией? Русский? Нет. Глубоко ошибаешься хвалить себе с победой Красной армии. Почему? Потому что на Красной армии были и таджики, узбеки, киргизы, казахи, украинцы, понимаете, вот грузины, азербайджаны, кавказцы. Вот, просто вот так вот пальцем я считаю, в Красной армии были очень много национальностей, а не один русский. А сейчас в вашей Красной армии кто есть? Зачем хваливать то, что нету? Победа. А почему Афганистану не победили тогда, ваша Красная армия? Знаете почему? Потому что азербайджанцы, таджики, узбеки, киргизы, все мусульманские страны, солдаты из мусульманских стран, которые были ваша армия красной, они не воевали там. Они абсолютно почти не воевали. Ну да, где-то выполняли приказ, как сейчас делают солдаты ваши в Украине, не воюют. Ну, скажем, есть наемники ваши, которые воюют, но срочники, солдаты, которые не воюют, не хочет воевать, не хочет. Вот точно так же был в Афганистане ваша Красная армия, когда ворвался туда оккупировать эту территорию, да, вот тогда никто не хотел воевать. Ну, выполняли какой-то приказы, что-то там, да, ну, не воевали от души. Как от души воевали с гитлеровцами. Вот не надо сравнивать большой палец с маленьким пальцем. Это два разные вещи. Это маленький, а это большой. Это всегда показывает, что торт, а это говорит ништяк. Уже конкретно. Так что не надо вот это оба пальца перепутать. Это большой, а это маленький палец. Никогда не хваливайтесь, что с Красной армией победил немца, да, или гитлеровца. Гитлеровца победили, тогда был на Красной армии очень много республик, очень много национальностей, разные национальности солдаты были. Вот и тогда, может быть, и победили. Они просто от души воевали. А сейчас хваливаться, что немцы мы победили, или там гитлеровцев победили, да? Победа не принадлежит России или русскому. Победа это принадлежит всем СССРцам. Тогда был СССР. 3С, 1Р. Понимаете? А сейчас просто все СС убрали, просто Россия.
Нет этого сила, которые были. Сейчас не надо до сих пор людей пугать. Мы такие, мы сякие. Нету, никто вас не поддерживает. Не поддерживает. Зачем вот это вот храп делать, пускать Жириновский или там или вот это Сагавьеву. Мы так, у нас так, у нас так. И что? У вас только есть вот это храп, который вот это вот храпуйте, вот это. А остальные ничего нету. Да, истинные русские граждане, которые обычные граждане, они абсолютно этого уже не хотят. Они тоже хотят вот продвигаться вперед, жить, наслаждаться, дышать свежий воздух, а не пыль бомба, пыль какой-то, скажем, ядера. Тоже хочет русский народ жить, спокойно дружиться. Но ваша политика сделали это, скажем, вот точно путь гитлеровский брали. Вот это точно национализм, русизм. Кроме русских нет никого. В России сколько граждан Таджикистана убивали каждый год. Киргизов убивали. За это никто, никого не посадил. Знаете, почему вот это было? Потому что эти ваши молодежи, которые вы пропагандировали, да, это русизмом, они были уверены, что за это не понесут ответственность. Поэтому они это делали спокойно. И в подземных, и в метро, и в трамваях. Везде вы подряд спокойно убивали. Спокойно убивали. За это никто, никого не посадил. Даже 5-месячный ребенка убили, отделяв от ее мат. Даже 5-летнюю девушку, вот это ваша одна тоже вот расист какой-то, вот нацист, насиловал, убил, порезал. И за это до сих пор он находится в воле. Это показывает русским народом, русским, которые живущим, да, и вам все положено. Сделайте, что хотите. За это вас никто не посадит. И каждый день у вас на телевизоре крутится ваше вот это русизм, кроме, как будто кроме руса и никого на этом свете не человек. Только русский человек. Вот такой, скажем, вот кирдык наварили вы, а теперь надо отсюда шиктык, и обратно шиктыка нет уже. Уже кирдык, все, конец. А у Путина, у пропагандонов Путина телевидения, да, вот это Скобеева два девушка, которые ведут 60 минут, вот, у них уже, они понимают, куда идут, уже в последнее время поняли. Дальше назад у них пути нету, народ Россия, я честно вам говорю. Назад пути нету, кроме... У Путина уже пути нету назад. Вот Путин, если переводом на узбекским, это Ёльчевой будет имя. Переводить Путин, это на путь родился, когда собрались путь куда-то или что-то там, что-то, да? Вот и хотели ехать, или ехали туда. Вот там и родился. Или собрали все чемодан, а тут вдруг вот, скажем, вот надо родиться. Вот поэтому они планировали путь, но не получилось. Родился Путин и назвали его Путиным. А это перевод на узбекском Ёльчевой будет. Ёльчевой. А это ваш Ёльчевой. У него уже назад пути нету, а он может все делать. И стопудово есть гарантия, что он нажимает на это ядерную кнопку, не жалея ни русский, никого не жалеет это. А на это есть 100% гарантия, что он это делает. Почему? Потому что у него нет назад пути. У Путина не остался пути. Все. Он вот только вперед. Назад ему будет позорно. Весь мир будет смеяться.
Никто его всерьез не принимает. И даже народ его не принимает. Может, ему назад пути, даже сам народ, Россия его уже начинает посадить, судить уже за это преступление. За это преступление надо отвечать уже. По-любому. Это Лукашенко. Они все идут под трибуналом. Все. Все на военные преступления уже вот. У них это последний год. Это последний год у них жизни. Они или просто себе убьют от стыда, вот просто взорвут, или нажимаете на этом хренем кнопку, чтобы вот уничтожать, и народов уничтожать, и русских уничтожать, но обратно ответ все время будет. Не только у России есть это ядер. У многих странах есть это ядер, который они не показывают. Как Россия не каждый день внутри папка носит свой вот это ядер, и везде ядер, 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 ядер. Мы держава, мы держава, мы держава, мы держава. А что вы держава? Какой вы держава? Даже в Таджикистане есть свой ядер. Хоть маленький есть. В Узбекистане, Казахстане. Везде есть это ядер. Люди же не тупые, чтобы вот сидеть и тихоньки, да? Чтобы не делать это. Везде это есть. А Путин этого не хочет осознавать. То ли Путина обманывали, то ли что-то делали. Я отдельно хотел бы сказать, вот, скажем, чупа-чупсы, таджикским чупа-чупсе, которые все время они любят, чтобы с чупа-чупсом ходить, то под Имамали, то под Путина, то под кого-то, то под чего-то, да, они все время убегают. Уважаемые чупа-чупсы, да, вы прекрасно осознаете или знаете, или не знаете, зная делаете это. Русский, Красная Армия перед тем, как захватить в Таджикистане, сколько наших дедов убили, сколько они так убили, очень сильно убили. Вот, и оккупировали нашу территорию, назвали наших дедов басмачами. А на самом деле это басмачи, то, которые люди были, защищали свою родину, свою жены, детей от этого русских оккупантов. Тогда вся жизнь русский оккупирует где-то, насильно оккупирует. Есть оккупация, вот два вида, например, да. Есть оккупация, который три вида сейчас есть. Он тебе делает, как Китай должен. Вот и тихонько забирает то, что у тебя есть. А есть как оккупировать, как Америка, например, возьмем. Америка что делает? Или Европа, Америка. Что делают они? Они будут с тобой работать, ну, на свою пользу, конечно. Но при этом тебя не убивают, при этом не забирают все твои земли, за чумарением тебе не делают. Просто с тобой будет работать, и вот это вот доход поделит с тобой. Доход поделит. Вот. У тебя есть ресурс, а у него есть идея. Обрабатывает и поделит доход. Вот как, скажем, сфера бизнеса такой. У кого-то есть деньги, у меня есть идея. Он дает деньги, я осуществляю эту идею, открою это бизнес. Это деньги за место одного человека, как его, он партнер мой, финансовый, а я партнер его идеологичный. У меня есть идея, у него есть финансы. Он будет финансировать мою идею, при этом доход поделится на два части. 50 на 50. Потому что финанс его, идея моя. Вот такой есть оккупация.
идея и финансами приходит, ресурс твой, финанс мой, обрабатываем, 50 на 50 работаем. Ну, вот такая оккупация есть. Это, скажем, вот как бизнес-оккупация, скажем, такой, как бизнес. У меня есть идея, у него есть деньги. У меня есть ресурс, я не могу обрабатывать это, у него есть техника это обрабатывать. Он привозит свою технику, мы обрабатываем, и мы поделим это доход. Вот я как давно на русском не разговаривал, но сейчас думаю на несколько дней, когда я говорю, какое-то что-то у меня, слова запасные, какой-то открывается. Вот такой оккупация. А Россия что делает? Россия просто вот ворвется у тебя силой, и все, что у тебя есть, заберет, тебе ничего не оставит. Все, ты будешь голым сидеть у себя. Вот. И при этом все время хуярит тебе вот русский, великий, русский. Честно, вот я одну вот сейчас не понимаю. Говорят, что украинцы не хотят говорить на русском. Или там кто-то не хочет говорить на русском. Или Польша не хочет говорить на русском. Да? Когда я был в России один раз, хотел работать на стройке. Там стройка. Что будешь делать на стройке? Нихуя. Там будешь копать, ломать, сломать, кирпич подавать, таскать кирпич, раствор таскать, не знаю, или класть какой-то это. Чтобы я получил эту работу разрешение, просто, скажем, вот это вот какой-то бумагу получить, чтобы, да, мне разрешено работать, при этом я буду платить, скажем, каждый месяц какой-то часть сумма, который еще одну точку я скажу вам. Власть России тебе не предоставит работу. Ты сам ищешь, найдешь, не знаю, или копать, ломать, чтобы любая работа сделать в России, тебе надо получить вот эту карточку, чтобы ты имеешь право здесь работать. И при этом по 6 тысяч, по 5 тысяч каждый месяц ты будешь платить в казна, не знаю, в Россию. Да? Вот. Я хотел получить эту карту, но я все сдал, кровь сдал, медицина, все. Язык русский, экзамен надо сдавать. Ну, тогда я отлично, наверное, нормально разговаривал на русском. Ну, вот, и я язык, походу, бы сдал, как-никак. А потом мне сказали, что ты идешь на историю. Я сидел в ахуе, просто смотрел, еще какая история, что за история, да, там. Ты будешь учиться про Пушкина, про какой-то князя, что-то. Ну, ты будешь учиться, там 300-летняя история. Россию. А ты придешь, рассказываешь им, что ты знаешь. Ты получишь какую-то бумагу, что ты знаешь историю. А потом тебе дает разрешение на работу, на копать, ломать. Тебе на где-то министром или премьер-министром, там ты не можешь мэр городом работать. Хоть ты будешь, наверное, знать чем больше, чем этого мэр города или какой-то министра, который все министры свои не знают свою историю, что там есть. Потом я задал им вопрос, я говорю, нахуй это нужен? Не, нахуй нужен. Рабочему, который я, блядь, копать, ломать работаю, знать про Пушкина. Пушкин какое отношение имеет, нахуй, на стройку? Толстов какое имеет отношение на стройку? На стройку они какое отношение имеют? Копать землю, какое они отношение имеют? Нахрен мне сдавать экзамен на русскую историю и кирпич таскать? Понимаете? Вот какое издевательство там идет. Ты будешь сдавать про историю великого русского,
и там таскаешь кирпич. А для того, чтобы таскать кирпич, история, зачем там история? Зачем? Если там мешать раствор, там на раствор нахрен какое имеет значение история, русский или таджикский, или, не знаю, американская история. Зачем там? Почему ты меня экзамен не берешь? На сколько кубов цемент, пески, цемент, вот сколько вода уходит, какой твердость вот это раствор должен быть, кирпич должен быть какой, как выкладывает кирпич, там ложат, например, да? А почему нету такого экзамена? А ты экзамен берешь от Пушкина меня, как будто Пушкин имеет какое-то значение на стройках. Или накопать землю, или ломать, не знаю, какое-то здание, или какое они имеют значение туда. Не знаю, у них как связано вот это. Ну вот это русизм, оно росло, скажем, вообще вот бешено. Это русизм, оно росло до того бешено, да? Даже представить не можете. Вот они начали издеваться, кто приедет к ним работать. Ты иди учись история Пушкина, ты на 300 лет Россия как бы, Князев учись, там того-то учись, или кто-то еще учись, или что-то. Зачем? Надо было так издеваться строителями. Они же просто, если он был бы такой грамотный, если у него был бы такое знание, если он был бы, скажем, такой умным человеком, который знал историю России, знал, кто такой Пушкин, откуда Пушкин, кто такой Толстов, что написал Толстов, Пушкин. Он нахрен на стройке работает. Нахрен он работает на стройке. На стройке кто работает? На стройке тот человек, который у него нет знаний. Вариант последний — копать, ломать или что-то делать. Все. А вариантов у него других нету. А вы заставляете учиться вашей историю. Понимаете, что это такое? Вы что делаете? А это чья идея? Идея Жириновский. Идея, я не знаю, кто-то там, какой-то там 4 дебилов, которые там сидит, да? Это их идея. Мы заставим миру, чтобы знали нашу историю. Вот это вот такой, скажем, издевательство русский. Вот такое издевательство были. Вот так они, скажем, издевались. Вот так они издевались над народом или над кто-то, скажем, вот приедут там работать, и они вот так и красиво они издевались, чтобы давай, знай. Я потом сдал этот экзамен про Толстого, про Пушкина, про историю, про Княза. Я пошел, посидел по интернету, там, по книжку, полистовал, знал, когда родился, где был, когда у него в поездке, где были, да? Ну, про их историю, где создан, где, когда, в каком году что-то создали. Потом я это все выучил, знал. Потом пришел, сдавал экзамен. А после сдачи экзамена русские отдали мне патент, разрешение на работу, а я начал работать. Кем? На стройку. Я потом интересовался русским народу, который родился, вырос там. Я спрашиваю, нихуя они не знают свою историю. А нахуй, который вы сами, русские, не знаете свою историю? А вы пихаете этого какой-то таджику, узбеку, киргизу, пихаете эту историю. Кому это нужно? Ваш не знают. Я всех спрашиваю, с кем знакомлюсь, я спрашиваю. Вот, здравствуйте. Вот такой-то, 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 такой-то князь, и его, где он родился, когда родился, отец кто, мать кто. Говорит, я не знаю. Вот про Пушкина давай скажи мне там пару стихов. Про Толстого говори что-нибудь, какой-то стихи.
Давайте про Лермонтова ваше, да давайте вот это. Не знают, ваши русские не знают, а вы стараетесь пихать на нас, чтобы мы знали, кто русский. А не знаю, это был политик или это был дебилизм. Я точно это не знаю. Ну, нормальные люди это не делают. Нормальные люди это не делают. Но это точно не был политик. Это был просто какой-то психически, скажем, больные люди, которые понимали, вот с этой мы будем держать русских. Да? Как будто мы любители русского языка. Все их семья, все ваши губернаторы, ваши депутаты, ваши вот это, все их дети живут в Европе. Все. Но при этом Россия держава, Россия самая безопасная в мире, да? Ну, каким-то образом все их дети, все их жена, любовница, кто с ним связан, они живут за границей, в Европе. Но при этом каждый день вам хуярит на ваш мозг, что Европа там плохой, тут есть гей-парад, тут нехорошо люди живут, тут неадекватные люди живут, тут плохо, тут они такие, они сякие, они третьи, они четвертые. Каждый день вам на телевизоре русским пихают вот это слова. Но при этом все их недвижимости, богатство, жена, дети, деньги находятся в Европе. Вот вам, русским, вот это вот. Ничего вам, походу, не смущают. Походу, я смотрю, вам даже это не интересно абсолютно, ни капелька не интересно. Что почему у самому Соловьеву дача, вилла, счет на банк, деньги, все его кайфы, все его там сайфи находятся в Европе, а при этом он сидит в России, все это деньги зарабатывает, пихая на ваше ухо какой-то, не знаю, про Великий Русь. Понимаете? Вам пихают про Великий Русь, который он сам все свое богатство спрятал в Европе. А при этом он говорит, что Европа плохо, люди живут плохо в Европе, люди вообще не хорошие люди там в Европе. А он при этом все свое богатство, все свою дачу, семья, жена, дети находятся в Европе. Как так можно плевать где-то, да? И там спрятать свои деньги, и спрятать свою семью, свою дочь, жена, там, не знаю, дочка своя, жена своя, спрятать там, где плохо. Вот и русский никогда русский народ не одумается. Почему у них вот вся их сбережения, которые воровали от России, спрячены в Европе, Америка, в Америку, в Европе, да? А они при этом каждый день гавкают в сторону Европы, в сторону Америки. Не знаю, русский то ли вас не пустит в Европе, да? В Америке, или то ли у вас нет этого финанса, чтобы объездить, поехать, просто посмотреть, что вот это ваш Соловьев там говорит, а что есть реальность. Я живу уже 7 лет в Европе, почти вот 7 лет будет. За это 7 лет я не видел ни один раз, ни один полицейский, что подходил ко мне, просил: гражданин, ваш документ. Почему вы такой черный? Вы не выглядите как европейцев. Давайте пройдемте отделение. Давайте я вас пробиваю в данную базу. Может, вы кто-то там чего-то, террорист. Может, вы это. Почему этого не делают?
Знаете почему? Я открою вам секрет. Перед как ты попадаешь в Европе, на таможенном контроле, на границу, все тебе пробивают, там кто ты есть. Все. Досконально. Кто ты, откуда. Вот ты заходишь в Европу. Власть, полиция, армия, они верят своим пограничникам, потому что не взяточники они, пограничники, не предатели, пограничники настоящие. Кого-то пограничник пускал сюда, значит, он нормальный человек. И остальные уверены в своем пограничнике. Они как Россия, они не верят в свои пограничники. Знаете почему? Потому что ты отдай деньги, ты заходи спокойно, ты в розыске, ты террорист, ты убийца, ты кто бы ты ни был. Лишь бы отдай вот это пограничникам хлеб, и ты заходи, спокойно заходи. Нет доверия своим пограничникам. Власть русский, нету доверия. Если был бы доверие на пограничнику, да, они не проверяли бы внутри, в Москве или где-то, чтобы иди сюда, пойдем пробиваем. Ты откуда? Прописка у тебя где? Ты где живешь? Что за это закон, который ты прописан? Почему ты прописан на Кирова, а ты на Ломоносов живешь? Вот представляете? Где ты прописан, ты должен жить там. Закон, смотрите, что это за закон. Я, например, прописан 300 километров отсюда далеко. 300 километров. А я живу здесь. Я прописан на одной дом, который находится 300 километров отсюда далеко. Знакомый друг у меня. Поляк хороший, вот такой мужик, друг хороший. Я прописан у него 300 километров далеко отсюда, а я живу здесь. Снимаю квартиру и живу. Ни один раз я не видел, чтобы какой-то полицейский сказал, почему ты там прописан, а ты тут живешь, а ты здесь работаешь. В Европе не важно, ты где прописан, важно, что у тебя есть прописка. Важно, что у тебя есть прописка. Неважно, ты где прописан. Здесь прописан, там прописан, в другой районе прописан. Ты просто вот живи. А что это дает? Это повод российским полициям. О, ты где живешь? Скажи-ка мне. А почему ты там не живешь? Пойдем один. Уже ты нарушал русский закон. Почему? Потому что ты на Кирова прописан. Ты не живешь на Кирова. Понимаете? Они не говорят, да, у тебя есть прописка, да, есть. Если будет проблема, все письмо или что-то там будет. Кто тебе прописывает, тот за тебя отвечают. А не просто так. Вот такой издевательственный закон в России. Это миллион. Каждый день Госдум какой-то закон про иммигрантов придумывает. Каждый день. В последнее время рабочие из Средней Азии, которые там работают, они ничего не получали. Просто взяли. Участковой, который у тебя на твоей территории работает, ты должен каждый месяц по 500 рублей один человек. Тогда было, а сейчас не знаю, может 1000, может 2000 сделали эту цену. Я живу, например, в этом районе, участковый это район, здесь все уже у него списки есть, живет здесь 500 граждане Таджикистана или Узбекистана разные, да, на разном месте, на этом районе, его территории. Каждый человек должен был по 500 рублей отдавать участковым каждый месяц.
собрал и отдавал. Простой алкаш участковый, и через какое-то время он на хорошие машины дорогие, немецкие, дом, дача, все. Поэтому стал уже наемный полиция у вас. Вот вся желает идти работать на полицию. Не был закон. За это не судили никого, за это не посадили, не увольняли никого. Большая-большая коррупционная страна стала. Сейчас никто воевать не хочет. Знаете почему? Потому что не хочет терять свою ворованную. Ворованную свою терять не хочет. А почему Зеленский не боится, стоит там? А одно самое интересное случай, я вам скажу. Путин начинал войну и сам убегал. Война в Украине, он от Москвы убегал. Вы понимаете, что это такое? Вот сам начинаешь война и сам убегаешь. Зеленский сидит там спокойно со своим народом. Уважаемый генерал Симус, скажем, вот это Зеленский, 100% стоит на это. Вот, генерал Симус Зеленский сидит прямо в Киеве. За 21 день война, никуда не убежал. Все мировые конференции он проводил онлайн. Не покидал свой. Знаете почему? Потому что он не воровал ничего. Он знает, он зарабатывает с народом. Он и это делал, и зарабатывал. У него были свои достаточные финансы в жизни. Он прекрасно это знает. Он ничего не воровал. Чист перед своим народом. Он и дальше будет потом работать, зарабатывать эти деньги. У него от этого президентства, он мог бы, шоу-бизнес, он мог бы открыть просто шоу и играть, и зарабатывать деньги. Ему было бы тоже, скажем, пофигу, да? Нет. Он не ради деньги стал президентом. Он ради того, что стал президентом, вот сегодня показывает вам, за что он хотел стать президентом. Вот сегодня он показывает вам и доказывает. Он не хотел стать президентом ради того, что да, я сейчас президент буду, я буду воровать деньги у власти и потом убегать отсюда. У него не был такой цель. Он стал президентом ради того, чтобы сегодня вот так вот вам показывать, за что он стремился стать президентом. Зеленский умный человек. Он все прекрасно понимает. Желудок у человека маленький. А можно просто один порс кушать и на сегодня, да? А на завтра еще один порс найдется. Он прекрасный, он умный человек, он все точка понимает. За желудку не надо продавать родину. Ты не можешь кушать больше одного порса. Или максимум 2 порса кушаешь. И за это 2 порса, или за такой желудку, не надо продавать родину, не надо продавать народу. Не надо угробить страну. Он это все прекрасно понял, и за это он стал президентом. И вот сегодня вам всем, кто люди, которые назвали Зеленским клоуном, а оказывается наоборот стал, а Зеленский не клоун. Зеленский был человек творческий и такой мужик еще, который сейчас весь мир в ахуе стали. Что вот такой мужик должен быть. Так что желаю всему миру такую президенту, который были бы
душа, чувства, человечность, как Зеленский. Вот всему миру я желаю, всем странам, Азиям или остальным, где вот такой мужик, президент, я желаю. Чтобы был достойно, чтобы уважал, ценил свою родину. Так что еще раз напоследок скажем, генерал Симус Зеленский, это честь для тебя, как мужик. Достойный мужик ты. И остальным офицерам, остальным военнослужащим, украинскому народу, украинским солдатам, украинским офицерам. Вот такие тоже пацаны. И вам тоже от души честь. Почему? Потому что вы верили Зеленскому, и Зеленский верит на вас. Вы верите друг другу. Вы создаете страну на веру, на вашу веру в силе. Что вы сильны, и вы этому верите. Это самое трогательное, что в Европе, живущих и в Европе, пацаны были, которые я знаю, знаком с ними. Семейные люди были, мужики. Оставили свою жену здесь. Я одного мужика знаю. Двое свою сыновью брал. Один 18, один 20 лет. Сын. Двое свою сыновью брал. Он поехал воевать там. И сейчас он воюет с своим двое сынами. Отец и двое сын. Они воюют сейчас. У них здесь были все. Все. Жизнь, шоколаде, работа. Что они хотели были? Кайфовали жили. Семья, квартира снимали. Хорошая, шикарная квартира. Работал сын, два сына работал, жена работает. Сам работал. Вот так жили. Но он всю жизнь оставил, взял свой двое сын и поехал. Не знаю, то ли пятый, то ли четвертый день война был. Он поехал, он до сих пор воюет. Там. Вот эта любовь к родину, вот эта любовь, вера народу, вера в свою силу и вера в свое войско, вера в свое президента. Вот это доказывает. Много отсюда уехали, которые они жили хорошо, здесь у них были бизнес, все. Все они бросили, уехали там воевать, защищать свою родину. А может, кто-то оттуда убегал еще сюда, чтобы там хорошо жил, а хочет еще здесь хорошо жить. Ну, бывают и люди разные, но очень много были такие люди, знаю, которые я поехали туда. И очень сильно финансово тоже помогают друг другу. Молодцы, народ Украины. Еще хочу сказать, те, кто сейчас реклама идет на интернете, показывает, что Сирию убили, тихо, Афганистан убили, тихо, там били, тихо, а Украина, все говорите. Я хотел бы этот часть, вот это, переводить на все языки, кто сможет, вот отрезать эту часть и оставить, чтобы все поняли. В Сирию Башар Асад позвал Россию, чтобы убить свой народ, который те народ не хочет этого власти. Афганистану позвали армия чужого, чтобы бить свой народ. Попрошайка, чтобы просить деньги. Во все места, которые вы показывали, власть сам пригласил, чтобы давить людей чужой армии. Отличайте. Украина не позвал Россию, власть Украины. Или не позвал кого-то, чтобы бить украинский народ. Здесь есть разница. Одна страна
хочет захватить другую страну. А там одна страна, чтобы убить свой народ, позвал на помощь другой страну, чтобы они вместе захерачили этот народ. Есть разница, почему люди громко говорят об Украине, а почему люди говорили о тех событиях тоже. Но не громко. Почему? Потому что власть приглашают другого власта, чтобы объединиться и захерачить этот народ. Бомбили, убили. Если президент этой страны стоял бы против, они воевали бы с Россией, да? Люди определялись бы быть с Россией или быть с Сирией. А Сирия что делала? Башар Асад сам позвал российский, до сих пор с открытым обнятием целуется, встречают. Армия русская там есть. За что? За того, что убить бунтующих. Вместе, совместно убить. Есть же разница здесь, дорогие, да? Есть разница. Так что неправильно не думайте, не говорите, что вот здесь есть мусульмане, люди молчат, а когда вот не мусульманов бьет, люди начинают говорить. Я лично всегда за правду. Если Башар Асад бы стоял бы против путинской армии, чтобы не заходили туда, я тогда тоже мог бы что-то говорить. Стоят против, тоже поддерживал Башара Асада или кого-то. А сейчас что делать? Сам Башар Асад зовет русские армии туда. Убить народу. Так что мир всем миру, дорогие мои друзья. Сегодня 21 день. Война идет в Украине. Это очень тяжело, действительно. Видно, что господин генерал Симус Зеленский не бритый, не высыпавший, ходит все время. И столько конференций, столько встречи. Всем. Все, кто поддерживает, скажем, Украину, отдельно спасибо всем. Так что, думаю, Украина не один в этой поле боя. Это была ошибка, вот, скажем, от страны России, что делать это с Украиной. Это вообще-то абсолютно недопустимо, что делать это. Можно было... Я перед этим сказал же, как вы относитесь с другими людьми. Вот точно так же вы относились к украинцам, рабочим, которые у вас работали. Я работал на одном месте, тоже украинцы проводили, скажем, колодцы, вот это вот, вся вот эта система, колодесная система, проводил украинскую бригаду. Я честно, сколько раз видел, какой вы относились к ним. Вот при разговоре тоже хохлы, там что-то, другой, третий. Вот так вы относились. И сварщики были там, группа работали, сварщики. Вы очень хреново относились тоже тогда, в те же время, украинскому народу. За людей не считали, просто относились. Наверное, это уже надоело. Вот сейчас в Европе никак не чувствуешь, что ты таджик, он украинец или вот это европеец. Все ровно. Ровно. Везде. Не как у вас на пограничной зоне, таджик, ты стой здесь, ты стой там, а ты русский первый проходи, а ты нормально, еще сумку помогай, да? Такого нету. Все будет очередь стоять. Ты русский, таджик, европеец, украинец, без разницы, по очереди идешь. Понимаешь? Вот это вот русские, вы сами теряли человечность. Человечность вы сами начали терять. Вы с этим хотели, что подчинять весь мир под русским миром. Не, вы ошибаетесь. Мир тоже идет, растет вперед. Если вы хорошо относились бы, у вас было бы хорошо, у вас было бы все по-человечности, да? Я не думаю, сегодня Таджикистан отделял бы от вас. Я не думаю, сегодня
Киргизстан, Казахстан отделял бы от вас. Я не думаю, что от вас отделял бы Украина или где-то еще. Не отделял бы от вас. Хотя бы как Евросоюз можно было создать такой же, скажем, вот эту вот сферу, да? Вот такую сферу можно было создать. Отдавать суд, например, Узбекистану, да, Самарканд, Бухаринск, тому суд был бы большой. Он контролировал бы все вот эта ситуация, как здесь Европейский суд. Например, как Европейский парламент, можно было сделать парламент да, Туркменистане, например, да, или Азербайджане можно было этот парламент сделать, а можно было еще в Армении можно было это парламент сделать, а можно в Грузии можно было это парламент сделать, а еще что-то где-то надо было отдавать, да, вот так вот можно было, вот так как Европа, вот весь внутри граница был бы открыто, спокойно, вот знак один, знак тоже как европейский можно было придумать на весь паспорт, что таджикский, что там, что у кого есть. Номера машинами можно было ехать, объездить. Не было бы граница, не было бы вот эта жесткая проверка. Объединяли бы такой армия хорошая, да, я думаю, да. Это мой, например, план. Хорошая армия создали бы. Только вокруг территория охранял бы, границы только. Внутри не надо было вмешивать армию или что-то. Спокойно выбор был бы, два выбора президент приходит и уходит. Ну, как Европа. Можно было это сделать. Можно было. Когда у России был сила, он мог бы это сделать. А не сидит один человек на троне и до конца добить страну, давай, это мой, я не хочу уходить отсюда, я хочу вот быть богатым вся жизнь. Но он не думал, что потом он сдохнет, что будет потом. Деньги, кому останется деньги? Кому останется золото? Детям. Ну, допустим, дети твой тоже умрет когда-нибудь. А потом кому останется? Вот просто я не знаю. Они не думали об этом. Можно было создать после распада СССР такую Европу. Только это создается не силой, а добротой. Европа создана не в силах, не в военных силах, не Европа создана добротой. Здесь доброта, везде доброта. У всех границ открыто. Нету одна желтая полоса, там Германия, тут Польша. Желтая полоса, там Франция, тут Германия. Там Австрия, тут Германия. Там Бельгия, там Чехия, там. Только полоса отделяют их. Полоса. Вот желтая полоса. Все. В дороге идешь, желтая полоса. Вот. Почему? Потому что это создано в доброте, а не Калашниковым создаешь это. Те времена уже давно нету. Когда-то тоже были в Европе, хотели в силу создать что-то. Европа понял, что силу ничего не создаешь. Создаешь только в доброте. Есть вот обычная семейка в силах держит свою жену или там что-то, все время так, смотри, какой они живут. Есть семейка, которые они друг друга в доброте живут, любовью живут, взаимопонимании живут. Смотрите, у них какая семья. Вот обычная семья. В Европе то же самое. Взаимопонимание, доброта. Они вот так создали большой. И стоит люди в очереди еще входить сюда в состав Европы. Можно было это создать в России после распада СССР. Только можно было на хорошую пропаганду, доброту. А не такой русский язык, великий язык, а остальные не язык. Вы объявляли языковой война среди себе, что вы лучше, остальные хуже. Вот такой получилось у вас конец. А не знаю, что дальше, что будет. Я конкретно говорю, Украина абсолютно теперь будет не
русскоговорящие были, наверное, теперь не будет они говорить на русском. Вы сами уничтожили свой язык, понимаете? Я уже не хочу разговаривать на этом языке. Почему? Потому что, когда я говорю, я чувствую себя врагом Украины, чувствую, когда я говорю на этом языке. Когда я на этом языке говорю, я чувствую себя нацистом, чувствую. Понимаете? Вот такое отвратительные бывают. Когда ты говоришь на русском. Поэтому, наверное, мир будет отказаться. А вы просто будете позорно жить. Позорно на этом свете. Ваши 7 поколений будет позорно жить. Еще не до того глубоко ушли там на болото, да? Можно остановить это. Можно остановить. Сейчас остался только в силе военных. Военный должен обратно заходить в свою страну, захватить свою командующую и по закону, чтобы они отвечали, почему они давали преступные приказы. Это решает только военные, русские солдаты, которые у них есть сейчас в руках оружие, полностью боевой готовность, они могут спокойно решать эту проблему. Сейчас это время, в данный момент. Но дальнейшее, скажем, следим за событиями, что будет дальше, посмотрим. Мир всем миром. Украина, держитесь. Победа будет за вами. Я болею лично за Украину. Мне без разницы. Почему? Потому что я понимаю, где идет зла, а где идет добра. Я нормальный, умный, разумный человек. Не умный, разумный, который разбираюсь черного от белого. Держитесь, народ Украины, и генерал Симус Зеленский, мужик достойный. Следим дальше, что будет, и еще будем делать видео. Всем салам алейкум.